Послесловие. Итак, книга размышлений Лаврова о жизни и научном творчестве Льва Гумилева прочитана. Спустя 15 лет после ее написания необходимо сделать некоторые пояснения для читателей. Судьба свела автора и героя этой книги в стенах Ленинградского университета и на долгие 30 лет поставила их в определенное иерархическое взаимодействие. Сергей Борисович Лавров, как заведующий кафедрой на географическом факультете ЛГУ и руководитель Ленинградского отделения ВГО, был начальником Льва Николаевича Гумилева. Что же помимо места работы могло объединять столь разных в социальном положении людей, представителя советской номенклатуры и бывшего зэка? Только патриотизм. Оба они, пусть и по-разному, трудились на благо Родины, которую Лавров знал как СССР, а для Льва Гумилева она была Российской империей. И именно чувство патриотизма и переживания за судьбу России руководили автором книги в желании разобраться в причинах случившегося со страной. Пытливый исследователь и сам большой ученый Лавров постепенно осваивает сам и объясняет читателям необычные для советской науки теоретические доводы Льва Гумилева. Пытается он разобраться и в обстоятельствах личной жизни ученого. Не будем строго судить СБ за то, что он несколько пристрастен в оценках личных отношений матери и сына. Они не могут быть правильно поняты без учета фактора постоянного надзора. И за то, что некоторые свои взгляды, на коммунизм, например, он сообщает своему герою. Довольно часто художник привносит в образ портретируемого долю своих черт. Характеристику этноса Лев Гумилев выводил из первичных коллективов. Gemeinwesen, упоминаемых в исторических работах Карла Маркса. Смотрите Гумилев «Струна истории», Москва, Айрис Пресс, 2012 год. Но при этом абсолютно понятно, как он, бывший зэк, относился к коммунистической идеологии, приведшей к крайнему упрощению российской этносоциальной системы. Образ Карла Маркса Лев Гумилев вывел в своей драматической пьесе «Волшебные папиросы. Зимняя сказка». Смотрите Гумилев «Всем нам завещана Россия», Москва, Айрис Пресс, 2012 год, страница 426. Пессимизм Лаврова относительно будущего России обусловлен временем. Расстрел парламента в столице страны на глазах всего мира, событие, равное захвату Киева в 1203 году русскими войсками, бравшими его как иноземный город. 1993 год был крайней точкой падения пассионарной кривой российского этногенеза, который, тем не менее, длится. И дальнейший ход его зависит от того, как, в какой его фазе захотят жить люди, в яме обскурации или в инерционной фазе с присущей ей тягой к благополучию и культуре. Книга Лаврова ценна как репер времени и как свидетельство персонального выхода из антисистемы. Коммунист-патриот шаг за шагом приходит к осознанию глубинных корней России, к православию. Внешне конец XX века был безрадостен, но цвет времени поменялся. Через десятилетия это стало очевидно. Да, СМИ постоянно создают безрадостную картину российского бытия, но жизнь идет своим чередом. Мегаполисы стоят в пробках, но провинция поднимается, несмотря ни на что. И делают это люди, которые хотят жить и работать на своей земле, а не только развлекаться в Куршавелях на лихие деньги. Уровень пассионарности по стране различен, поэтому картина будет неполной, если не упомянуть, что все же где-то кто-то у нас порой ведет неравный бой. Все есть в большой разноязыкой России, но тенденция века прошлого на разрушение всего и вся поменялась.
Стремление к гедонизму уже претит. Идеал секс-партнера на глазах уступает место идеалу крепкого домовитого супруга. Нагулявшись по Европам, соотечественники наводят порядок в своих городах, в разных регионах по-разному, потому что хотят у себя дома жить чисто и хорошо. Они хотят знать историю своего отечества, свои традиции и религию. Для того, чтобы власть слышала их голос, они объединяются и, соблюдая законы, добиваются диалога с нею. Да, прошлое еще мстит будущему, но его время неумолимо отступает. Страна пробуждается и выздоравливает. И бывший ее изгой Лев Гумилев внес лепту в ее лечение. Ныне, обретая иммунитет к разрушительной антисистеме, Россия начинает ценить его патриотизм и научное открытие. Новикова.